Рай Равилович, добрый день. Сегодня у нас заключительная перед финалом игра. А, кстати, вы посмотрели первый полуфинал? Вы знаете, я с большим интересом посмотрел полуфинал. Для меня это было интересно еще взгляд со стороны. Но в целом Ленар Фергатович первый блин никому, я бы сказал. Он неплохо справился с своей задачей. А давайте мы сегодня еще его попросим еще раз провести второй полуфинал. Приветствую вас, уважаемые знатоки и любители истории на 5-м сезоне историко-культурного конкурса «Тархан», организованного Министерством культуры и Казанским федеральным университетом. Напоминаю вам, что победители нашего конкурса борются за главный приз – возможность стать студентом Института международных отношений, истории и востоковедения. Сегодня у нас вторая игра полуфинала. Итак, встречаем наших главных участников. Алина Владимирова, город Казань. Рашид Айбетов, город Ульяновск. Амирхан Исхаков, город Казань. Диляра Сайфина, город Казань. Камила Нуруллина, город Казань. И Владислав Шевелев, город Набережные Челны. Ни один конкурс не обходится без экспертного сообщества. Я представлю вам наше уважаемое жюри. Заместитель министра культуры Республики Татарстан Нутфуллин Дамир Данилович. Заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан Светлана Юрьевна Измайлова. Эльмира Камилевна Хабибуллина, декан Высшей школы востоковедения, высший разряд Института международных отношений, истории и востоковедения. И Чулпан Хамитовна Саматова, доцент кафедры отечественной истории и архивоведения Казанского федерального университета. Основных участников мы представили, и перейдем к нашей игре. Здесь хотелось бы обратить внимание на том, что мы находимся в здании Национального музея Республики Татарстан. Тема полуфинальных игр – это культура народов Среднего Поволжья 18-20 столетий. Ну а сейчас мы перейдем к первому туру нашей игры. Будут вопросы с 4 вариантами ответа. Ваша задача выбрать правильный вариант ответа. Ребята, все готовы? Можно начинать? Ну что ж, поехали. Назовите поэта, уроженца Казани, выходца из купеческой династии, написавшего балладу «Громовал». Веревкин Михаил Иванович. Державин Гавриил Романович, Каменев Гавриил Петрович и Арцебашев Николай Сергеевич. Амирхан, какой вариант ответа вы выбрали? Я выбрал третий вариант ответа, это Гавриил Петрович Каменев. Также у него есть такое произведение, как «Элегия сон». Ну и, в общем, является представителем раннего русского романтизма, повлиял на Жуковского. Пушкин тоже его как-то выделял. Восхитительно. То есть вы читали произведение Каменева? Пока нет. Пока нет. В ближайшем будущем. Хорошо. Диляра, какой вариант ответа вы выбрали? Я выбрала второй вариант ответа – Державин, так как считаю, что династия Державиных очень известна среди купцов. Прав Амирхан, который выбрал Каменева Гаврила Петровича, и это произведение известно в том числе тем, что там присутствует повествование о Зеландии. Спасибо, Чулпан Хамитовна. Правильные ответы дали Амирхан, и он получает дополнительный балл за то, что он первым ответил на этот вопрос, и Владислав. Ребята, переходим ко второму вопросу. С 1910 года Габдулла Тукай работал в этом юмористическом журнале и фактически являлся его руководителем. Наименование издания «Шалга», «Ялтилт», «Шаян» и «Каршыга». Первым был Рашид. Почему вы выбрали именно второй вариант ответа? Просто руководствовался своими знаниями, вроде это так. Ялкилт — это издательство, где он работал.
Камила, какой вариант вы выбрали? Ну, я выбрала 4-й вариант, потому что мне показалось, что это верный ответ. Так, хорошо. И Владислав. Я выбрал второй вариант ответа. Ну, Ялт-Йол просто название какое-то знакомое. Уважаемые эксперты, какие будут комментарии? Вы знаете, я так скажу, что, может быть, мне первым делом, может быть, импонировало слово «чаян», да, я еще, будучи ребенком, этот журнал читала, но ребята абсолютно правы в большинстве, это журнал «Ялт-Йылт», и мы знаем, что Габдулла Тукай и его многие сподвижники публиковали свои и просто поэтические произведения, но и публиковали свои юмористические, так скажем, полные сарказма стихи. Ну, Ялт-Йылт, блестящий, сверкающий, да, это перевод с татарского языка, журнал, который был, так скажем, наполнен сарказмом, критикой в адрес и руководства страны, и многих политических деятелей в том числе. Так что, ребят, большое спасибо за правильный ответ, многие его дали. Ялт-Йылт. Спасибо, Эльмира Камилевна. Третий вопрос. Некоторые тюркские народы Среднего Поволжья и Приуралия отмечали этот праздник зимнего солнцестояния. Нардуган, Гырон-Быттон, Каравон, Ага-Вайрем. Ну, обратимся за комментариями первоначально к Алине. Я выбрала первый вариант ответа, Нардуган. Я помню то, что он проходил зимой. Татары танцевали в деревне, отмечали этот праздник, прыгали через костры. И я выбрала его. Так, Диляра. Я также согласна с Алиной. Нардуган проводился в зимнее время и очень весело отмечался всеми народами, не только татарами, но и всеми народами Среднего Поволжья, удмуртами и чувашами. Вообще очень хорошо, что у нас вопрос в год единства народов России объявлен нашим президентом. И этот вопрос тематически очень подходит. И хочется отметить, что Республика Татарстан – один из немногих регионов, которые на республиканском уровне празднуют праздники народов, проживающих в Республике Татарстан. А какие еще праздники? Кто-нибудь может сказать, какие еще праздники у нас есть народов, проживающих у нас в Татарстане? Масленица. Акатуй. Охатуи. Да, Акатуй. Сабантуй. Это чувашский. Чувашский Сабантуй. Приятно, что наши участники знакомы с национальными праздниками народов, проживающих у нас в республике. Да, правильный ответ – это праздник Нардуган. Так, спасибо, Дамир Данилович. Все дали правильный ответ. Молодцы. И мы переходим к следующему вопросу. В 1934 году в Казани состоялся первый съезд татарских писателей, где был создан Союз писателей Татарстана. Кто стал его первым председателем? Амирхан Юники, Кавин Аджми, Хасан Туфан, Фатых Карим. Владислав, вот вы думали дольше всего, какой выбор вы сделали? Я выбрал второй вариант Кавин Аджми, но честно выбирал на рандом. Алина. 4-й вариант, Фатых Карим. Хорошо. И обратимся к Рашиду. Кавин Аджми – это первый председатель. Амирхан Юники, Хасан Туфан, Фатых Карим, они, да, современники, но председателем был только Аджми. Да, действительно верный ответ Кавин Аджми. Именно Кавин Аджми пользовался непререкаемым авторитетом среди литераторов 30-х годов. И вот в настоящее время библиотека Кавин Аджми и его жены Сарвар хранится в Доме татарской книги или в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартиры Шариф Камала. Правильные ответы дал Владислав, Амирхан, Камила, Рашид и Диляра. Ну что ж, переходим к последнему вопросу. С 1987 года в Казани проводится международный фестиваль классического балета, который получил имя танцора Рудольфа Нуриева. В 1992 году сам Рудольф Нуриев принял в нем участие в качестве дирижера. Как называется этот спектакль? «Лебединое озеро», «Раймонда», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Владислав. Я выбрал 4-й ответ, но опять же случайным образом. Так, хорошо, спасибо. Алина. 4-й Щелкунчик. Вы когда-нибудь были на балете? Вы видели «Щелкунчик»? Нет, но очень бы хотелось. И обратимся к Диляре. Я также не знала ответа на этот вопрос, но
Я выбрала второй вариант ответа Раймонда. Так, какой же правильный вариант ответа? Ну и действительно, правильный ответ – балет «Щелкунчик». Правильный ответ дали Владислав и Алина. Ну что ж, на этом вопросы первого тура завершены. И с вашего позволения я оглашу результаты первого тура. Владислав у нас набрал 16 баллов, Амирхан 15 баллов, Рашид 10 баллов, Алина 9 баллов, Диляра 9 баллов и Камила 6 баллов. Ну, а сейчас мы перейдем к следующему туру нашей игры. Перед вами 4 категории вопросов. Это поэты и писатели, художники и скульпторы, музыка и театр. Ну и в каждой категории вопросы 3 уровней сложности на 5, 7 и 9 баллов, соответственно. И по традиции право выбора принадлежит тому участнику, кто набрал больше всех баллов. И мы слово предоставляем Владиславу. Пожалуйста. Поэты и писатели за 5. Поэт, предприниматель, издатель газеты «Вакыт» и журнала «Шура», депутат Первой Государственной Думы. Назовите его имя. Так, Диляра. Это писатель Дардымен, то есть Сагит Рамиев. Да, спасибо большое, это абсолютно правильный ответ. Большое спасибо. Мы знаем этого человека и как бизнесмена, да, и представителя династии бизнесменов. С братьями они вели большой бизнес, и в то же время как большого просветителя, политика, но и поэта. Спасибо. Диляра получает 5 баллов. И, соответственно, вам переходит право выбора вопроса. Художники и скульпторы за 5. Советский, татарский, российский художник, представитель направления соцреализма, известен своими полотнами на исторические темы. Участник Великой Отечественной войны. Автор картины «Елец» 9 декабря 1941 года, агитационных плакатов «Вставай, страна огромная», «Отстоим Москву». Почти 25 лет этот художник руководил Союзом художников Татарстана. О ком же идет речь? Камила, пожалуйста. Я предположу, что речь идет про Баки Урманчи. Так, Амирхан. Мне кажется, это Харис Якупов, потому что Баки Урманчи на Великой Отечественной войне не участвовал. Не участвовал. Так, хорошо. Обратимся к нашим экспертам. Чулпан Хамитовна. Ответ Харис Якупов – это совершенно верный ответ. Да, признанный представитель соцреализма у нас в Татарстане. И Амирхану переходит право выбора вопроса. И, конечно же, он получает 5 баллов. Амирхан. Поэты и писатели 7. Назовите татарского писателя, ученого и государственного деятеля, выпускника медресе Галия в Уфе, автора повести «Судьба татарской женщины» и романа «Глубокие корни», в честь которого назван один из институтов Академии наук Республики Татарстан. Так, Валентин Амирхан. Ибрахимов. Да, Амирхан, совершенно верно, это правильный ответ, и Институт языка, литературы и искусств сегодня носит его имя, и мы, конечно, знаем его как автора не только романов «Глубокие корни», «Судьба татарской женщины». Яшир Акляр романа. Так, Яшир Акляр, Кызыл Шашакляр. Вот большое спасибо, ребят, что дополнили этот ответ. Спасибо. Амирхан, какой вариант вопроса вы выбираете? Художники и скульпторы 7. Назовите выдающегося художника, уроженца Казани, ученика Ильи Репина, который прославился как портретист. В 1916 году он избран академиком Императорской академии художеств, а позже эмигрировал в США. Его именем названо Казанское художественное училище. Рашид. Фешин. Может быть, ребятам известно какое-нибудь полотно? Ну, вы сказали, что он портретист, но портрет Варя Дорадский, наверное, самый известный.
Так, восхитительно, замечательно. Рашид получает 7 баллов и, соответственно, право выбора вопроса. Театр 7. В 1900 году известный русский промышленник построил в Казани театр для рабочих своих предприятий. Там устраивали благотворительные мероприятия и ставили спектакли. Позже сцену стали сдавать профессиональным труппам. Как назывался этот театр? Амирхан. Алафузовский. Я только хотела добавить комментарий. Вот на 2-м этаже как раз стоит станок с фабрики купца Алафузова. Так, обязательно после игры мы поднимемся и посмотрим на этот станок. Спасибо, Светлана Юрьевна. На этом вопросы 2-го тура завершены, и я озвучу общие баллы. Амирхан набирает 34 балла, Рашид 17 баллов, Владислав 16 баллов, Диляра 14, Алина 9 баллов и Камила 6 баллов. Мы переходим к 3-му туру нашего конкурса. Он был связан с домашним заданием. Ребята должны были подготовить видеовопрос в своих краеведческих музеях. А в последующем наши члены жюри оценивают вопросы по 5-бальной шкале. Тот из вас, кто даст правильный ответ на вопрос, получит дополнительный балл. Итак, вопрос Алины. Внимание на экран. Мы находимся в литературном музее ГБТУ Тукая. Вопрос. Каким видом промысла занимался купец Валиулла Ибрагимов, которому в начале 20 века принадлежало это здание? Так, Амирхан. Здание называется Шамиль-Ерта. Так, здание хорошо, Дом Шамиля. называется Шамиль, но вопрос был несколько иной. Да. Каким видом деятельности занимался... Мыловарение. Мыловарение. Нет. Нет, неправильно. Будут еще какие-то варианты? Так, пожалуйста. Занимался продажей сукна. Нет. Ну, Алина, правильный ответ. Конфетное производство. Его можно было еще узнать как король конфет. Он тогда был достаточно популярен в те времена. Король конфет, да? А вот вам, замечательно. Я не знал конфетного короля из татарских купцов, да? Спасибо вам за вопрос. И переходим к следующему вопросу. Вопрос Амирхана. В 1887 году Габдрахман Ильяси пишет первую в истории татарскую пьесу. По сути, из-за этого произведения этот шкаф, который, кстати, движется, находится в доме татарской книги или музее-квартире шерифа Камала. Как называется данная пьеса? Рашид. Бишаракас. Так, Бишаракас и... Жаваб дрес. Жаваб дрес. Замечательно. Это очень интересная тема, на самом деле, начала татарской драматургии, потому что в следующий год уже выходит ответное произведение «Ряд де Бишаракас». Соответственно, Рашид получает дополнительный балл. Спасибо, ребята. И мы движемся дальше. Вопрос Владислава. Я нахожусь на экспозиции, посвященной КАМАЗу. Интересный факт. Спецодежда строителей и молодых специалистов КАМАЗа имела особенности, определенные пометки. На своей спецовке мой дед указал советского писателя в юности, жившего в Казани. А вот друг – имя киевского князя, сына Святослава Игоревича. Что означали эти надписи на спецодежде? Алина, пожалуйста. Их имена. Их имена. Скорее всего, на спецовках были комсомольские лозунги, которые побуждали других рабочих работать усерднее. Интересная версия Диляра и Амирхан. Там было что-то про писателя? Про писателя. Так, хорошо. Гайдар. Пусть будет Гайдар. Ну, к сожалению, никто не дал точно правильного ответа, но на спецовках рабочих были те города, например, откуда они приехали. Например, советский писатель – это Горький, а киевский князь – это Владимир. Владислав, спасибо за вопрос.
И мы переходим к вопросу Диляры. Появление этого предмета в России в конце XIX века связано с борьбой против шпионажа. Им обладал не каждый. Татарам его выдавали для совершения хаджа. В Советском Союзе этот предмет оставался редкостью и символизировал особый статус. Назовите этот предмет. Учитывая то, что это было далеко, возможно, должен был быть какой-то документ, там, где удостоверяет твою личность, назовем так. Так, и что же это за документ такой? Ну, я бы могла сказать паспорт, но есть вероятность, что, скорее всего, сейчас, в тот момент они не были распространены для всех. Но ведь вот в современных условиях паспорта есть у всех. Но чтобы поехать в Саудовскую Аравию... Может, паспорт заграничный? Так, ну здесь Амирхан перехватил, да, правильный ответ. Но я думаю, что здесь, Амирхан, мы первенство, мое субъективно, отдадим все-таки девушке, которая ответила раньше. Она все-таки навела вас к этому правильному ответу, и она назвала слово «паспорт», да, поэтому как бы все-таки это часть ответа. Спасибо за ваши комментарии и за ваши мудрые решения. Ну и переходим к следующему вопросу. Вопрос Камилы. Я сейчас нахожусь в квартире Назиба Жигана, известного композитора. В его жизни был очень важный ему известный композитор, бюст которого находится сейчас в квартире. Назовите фамилию этого композитора. Амирхан, пожалуйста. Недавно открылся музей Салиха Сайдашева. Салих Сайдашев. Так, Камила? Нет. Нет, неправильный вариант ответа. Так, Диляра? Султан Габяши, возможно. Султан Нет. Габяши. Это был бюст Чайковского. Он был для него очень важный человек, и, получается, ему подарили этот бюст, как я помню, в Москве. Когда он переехал в квартиру, как раз в Казани, он уделил особое место для этого памятника, хотя сам по себе он довольно мал в своих размерах. Конечно же, великий русский композитор Чайковский. И переходим к последнему вопросу, вопрос Рашида. Великий чувашский просветитель. Уроженец Буинского уезда Симбирской губернии. Ныне это Тетюшский район Татарстана. Сейчас я нахожусь в музее в здании Симбирской чувашской учительской школы, которую он основал в 1868 году. Здесь обучались и преподавали величайшие сыны чувашской нации. Именно он является создателем чувашского алфавита. О ком идет речь? Так, Камила была первой. Пожалуйста. Я могу предположить, что это Яковлев, потому что он был известен собирателем как раз-таки фольклора и просветительством в этом крае. Верно, Иван Яковлевич Яковлев. Спасибо, ребята, вам за вопросы. Сейчас мы перейдем к оценке наших экспертов. И первая оценка Алине из Казани. 5, 5, 5. Все эксперты выставляют 5 баллов. Далее вопрос Амирхана. 5, 4, 4 и 4. Движемся дальше. Вопрос Владислава. 4, 5, 5, 5. Замечательно. И далее у нас вопрос Диляры. 5, 4, 2 и 5. Так, спасибо за ваши оценки. И вопрос Камилы. 4, 4, 3, 4. И последний видеовопрос, вопрос Рашида. 5, 4, 5, 4. Спасибо вам, уважаемые эксперты. И сейчас я озвучу итоговые баллы. Камила 23 балла, Алина 29 баллов, Диляра 30 баллов. К великому сожалению, с кем-то мы вынуждены расстаться. Камила, Алина, Диляра получают дипломы участников нашего конкурса. Владислав 35 баллов, Рашид 36 баллов, Амирхан 51 балл. Таковы результаты нашей сегодняшней игры с Амирханом, Рашидом и Владиславом. Мы увидимся
финале и призы от Министерства культуры, ну и руководство Национального музея. Спасибо, Светлана Юрьевна. Это был историко-культурный конкурс «Тархан». До свидания. Я сначала скептически очень отнеслась к этому, но попав в трансляцию, в эфир, мне придало это больше духа. Сезон очень сильный по сравнению с остальными годами. Победитель этого сезона должен быть очень заслуженным.